Глава города Чебоксары Евгений Кадышев провел очередное 32-е заседание Чебоксарского городского собрания депутатов. В начале мероприятия вновь избранному депутату Елене Кадировой было вручено удостоверение и значок депутата Чебоксарского городского собрания депутатов по результатам дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу номер 7, которые состоялись 9 апреля 2023 года. Также на заседании заместитель главы администрации города Чебоксары, руководитель аппарата Андрей Петров, доложил о реорганизации администрации города Чебоксары путем присоединения к ней 3 районных администраций города Чебоксары, Заволжского территориального управления и Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом. Проектом решения предполагается реорганизовать администрацию города Чебоксары путем присоединения к ней 3 районных администраций, Заволжского территориального управления и Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом. Ожидаем результат организации администрации города. Рациональное использование ресурсов, уравнивание доходов случаев районных администраций с работниками администрации города, исключение дублирующих функций и создание центра компетенции по отраслям, а также повышение эффективности выполнения задач, возложенных на исполнительный распределительный орган администрации города. В последующем, при принятии данного решения, предполагается изменение в устав, в иные исполнительно распределительные документы. Прошу поддержать данный проект. С проектом решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа выступил заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары Денис Майоров. Он сообщил, что по данному проекту решения состоялись публичные слушания, и в период их проведения от участников замечания и предложения не поступали. Изменения касаются ряда вопросов. Первый из них – это дополнение лиц, которые могут инициировать внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с реализацией комплексного развития территории. Это организации в уставном складочном капитале, которых доля Российской Федерации составляет более 50%, или дочернее общество в уставном складочном капитале, которого более 50% принадлежит такому юридическому лицу. Второй вопрос – это дополнение градостроительных регламентов таких территориальных зон, как Ж3, Ж5, Ж5.1, О1, О1.1, О1И, О2Р, Р1 видом разрешенного использования стоянка транспортных средств. В ходе заседания также были внесены изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Чебоксары на 2023 год, стратегию социально-экономического развития города Чебоксары до 2035 года. Затронуты были и другие важные темы. В завершении заседания депутатами был заслужен отчет о деятельности молодежного парламента при Чебоксарском городском собрании депутатов за прошлый год. Елена Яковлева, Антон Небытов. Жизнь столицы.